13 по 17 октября в Северной Осетии пройдет второй международный фестиваль поэзии «Остинская лира», приуроченный к 80-летию Победы. В рамках фестиваля состоится празднование столетнего юбилея Союза писателей республики, а также презентация двух поэтических сборников. О ярком и значимом культурном событии для республики, которое привлечет лучших поэтов и переводчиков России, мы сегодня поговорим с членом Союза писателей России, поэтом, переводчиком Залиной Басиевой. Сегодня она гость нашей студии. Добрый вечер, Залина. Я рада приветствовать тебя в нашей студии. Добрый вечер. Залина, как возникла идея проведения фестиваля «Поэзия Остинская лира» и чем он отличается от предыдущих мероприятий? Как тема Великой Отечественной войны отразится в программе и в мероприятиях? Идея проведения фестиваля возникла несколько лет назад. Я тогда была на выездном заседании секретариата Союза писателей России в Дагестане. И, конечно, я когда увидела, какие у них там фестивали проходят, я приехала вот с этой идеей, что хорошо было бы, если бы у нас тоже состоялся такой фестиваль «Остинская лира». Но идей бывает много хороших, но не всегда их удается воплотить в жизнь. И вот так получилось, что спустя несколько лет все-таки эта идея воплотилась. И в этом году мы будем проводить уже второй международный фестиваль поэзии «Остинская лира», который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году был первый международный фестиваль поэзии «Остинская лира», в рамках которой были презентованы, значит, 3 книги. Это произведение Костахи Тагурова, его сборник «Остинская лира». На русском это были новые переводы его произведений, на чеченском и на аварском языках. В этом году в рамках нашего фестиваля, так как он приурочен к 80-летию Победы, конечно, основной сборник будет это сборник остинских поэтов-фронтовиков. На сегодняшний день этот сборник уже готов. Вот, выпустило нам его бесплатно московское издательство «Челнок», главный редактор Григорий Шувалов. Что касается второго сборника, это сборник, приуроченный к юбилею нашего народного поэта Джекаева Шамиля Федоровича. Это сборник его произведений в переводах, опять-таки, на русский язык. Эта книга уникальная, потому что ранее такие книги не издавались у него. То есть его переводили точечно, ну, скажем, 15-20 стихотворений на русском языке. Но чтобы именно вот сборник вышел, такого не было. Это коллективный труд, так же, как и первая наша книга. Чуть выше ты сказала о мероприятиях, которые запланированы в рамках фестиваля. Какие из них, на твой взгляд, являются наиболее важными или уникальными? Основные наши мероприятия – это презентации 2 книг. Здесь надо отметить, что учредителями фестиваля является Союз писателей Северной Осетии, Который, кстати, в этом году будет отмечать свое столетие, если не ошибаюсь. Да, столетие Союза писателей тоже будет отмечаться в рамках фестиваля, потому что к нам приедут много гостей. Это руководство Союза писателей России, к нам приедет руководство Бессмертного полка России, потому что региональный Бессмертный полк под руководством Эльбруса Бакоева является одним из учредителей нашего фестиваля. Помимо этого, учредителем еще является и Северо-Осетинский государственный университет имени Костахи Тагурова. В частности, книгу Шамиля Джекаева это полностью оплатил университет, они на себя взяли все эти расходы. Спасибо всем большое им за это. В рамках фестиваля состоится презентация 2 поэтических сборников. Могла бы ты, Залина, рассказать зрителям о содержании и значении каждого из них? Первый сборник – это сборник поэтов-фронтовиков, погибших на войне, под названием «В живом строю». Редактор этого сборника – профессор Челябинского государственного института культуры Нина Ягодинцева. Она большой друг Осетии, она много переводила остинских поэтов и сейчас переводит тоже. И то есть там это 2 группы у нас. Одна группа переводила поэта-фронтовиков, вторая группа переводила Шамиля Федоровича. В первую книгу поэта-фронтовиков у нас вошло 47 авторов. Все они в переводах на русский язык. Что касается книги Шамиля Федоровича, конечно, его стихи, когда читаешь на остинском языке, они не всем понятны, да, они
Их надо перечитывать несколько раз, чтобы понять всю глубину, всю вот философию его произведений. И, конечно, мы к его сборнику привлекли более таких маститых переводчиков. Это и Валерий Латынин, это Нина Попова, это Марина Кудимова, Миасат Муслимова, Марина Ахмедова. Я сейчас всех не буду перечислять, что у нас их 13 человек, этих переводчиков. А редактор этой книги Андрей Расторгуев, он сам из Екатеринбурга, то есть, чтобы вы понимали, какой у нас охват. У нас переводчики с Астрахани, с Екатеринбурга, с Челябинска, с Ростова, в общем, с Сыктывкара, в общем, со всей страны. Мурманска. В общем, мы собрали лучших поэтов-переводчиков страны, мы привлекли их к нашим вот проектам. И надо здесь отметить, очень важно, что все они переводят бесплатно. Да, вот такой большой труд, они настоящие творческие люди, и они понимают, как важно то, что они делают для нашей литературы. Вот такие хорошие люди нам попались. Залина, как на твой взгляд, участие международных и российских поэтов-переводчиков повлияет на развитие остинской и русской литературы в рамках фестиваля? Я считаю, что перевод — это самое главное для популяризации национального литератора. Мы, когда здесь что-то создаем и пишем на родном языке, он дальше нашей республики никуда не выходит, да, вот, то есть он в пределах нашей республики. А благодаря переводчикам у нас есть нашу национальную литературу вывести на новый уровень, вывести его на российского читателя. Вот если посмотреть на Дагестан, у нас как пример, вот, то у них переведено практически все. Они просто понимают важность переводческой деятельности, и они привлекают к себе вот переводчиков к своей национальной литературе. И мы тоже хотим. Вот когда переводили Джикаева Шамиля Федоровича, просто они были удивлены, что у нас поэты такого уровня. А ведь у нас много талантливых поэтов, которых надо перевести, чтобы и российский читатель, они могли познакомиться и вот так же восторгаться нашими пока что поэтами, потому что мы пока прозаиков не касаемся, ну, я думаю, что в будущем мы будем их охватывать, но на сегодняшний день мы пока занимаемся вот поэтами. Самое главное, что каждый фестиваль должен за собой что-то оставлять. Вот наш фестиваль оставляет за собой книги. Не то, чтобы приехали там гости, посидели, погуляли, пообщались и разошлись. А что он за собой оставит? А у нас вот каждый фестиваль будет оставлять какие-то книги. В прошлом году это были книги Костахи Тагурова. В этом году это у нас вот 2 книги. Какие планы у организаторов на будущее после проведения этого фестиваля и планируете ли вы новые инициативы или расширение форматов? Конечно, мы планируем и провести 3-й фестиваль. Мы даже сейчас какие-то уже задумки уже себе так что-то намечаем. Но здесь надо сказать большое спасибо одному очень хорошему человеку, меценату, это Тамерлан Марзоев. Вот практически в прошлом году 1-й фестиваль полностью спонсировал он сам. Сейчас к нам присоединились и другие учредители, но благодаря ему вообще эта идея впервые осуществилась. И мы, конечно, надеемся, что и в 3-м фестивале все те, которые сегодня с нами рядом, они будут также нам помогать, поддерживать. То есть не то, что нам, да, это всем нам нужно. Это национальная литература. Мы же понимаем, что без языка, без литературы нация не может существовать. И слава Богу, что есть люди, которые это осознают, которые пытаются помочь. Вот. И среди этих людей есть еще Дмитрий Петрович Дюбуа, вот, человек, который не является по крови осетином, но является таковым по велению души, тоже стал с нами рядом и тоже вот оказывает всестороннюю поддержку нашему фестивалю. И большое спасибо всем этим людям, благодаря которым мы смогли вот такую хорошую идею воплотить в жизнь. Я уверена, что если также мы дальше будем вместе работать, то об остинской литературе, о наших
талантливых поэтах будут говорить не только в России, но еще и за пределами России, потому что наш фестиваль международный, наши участники из Абхазии, из Южной Осетии. На следующий год мы хотим привлечь и других тоже. Расширить географию. Да, расширить, да, ну это по возможности. Залина, почему так важно сохранять и развивать литературное наследие, и как фестиваль способствует этой цели? В первую очередь это культурный обмен. То есть, когда человек переводит, конечно, он узнает культуру этого народа. Да? Я сама как переводчик, который тоже много переводит, я не на словах это все знаю, я знаю на деле это все. В первую очередь это способствует популяризации национальной литературы. Наши переводчики просто делают для нас огромную работу. И я знаю, что они готовы и в следующем году принять участие. Они настолько были вдохновлены произведениями Джикаева Шамиля Федоровича, что когда они закончили свою часть переводить, да, то есть я делаем подстрочные переводы, эта работа шла и с первой группой, и со второй несколько месяцев, потому что надо было им пояснять какие-то слова постоянно, мы со всеми были на связи, и для поэтов-фронтовиков тоже. Я сама делала подстрочники для тех, кто пишет на остинском языке произведения, и Казбек Мамукаев сделал подстрочники произведениям, которые были на дигурском языке написаны. Вот так вот совместными усилиями мы это все воплотили в жизнь. И я к чему говорю, что те переводчики, которые уже справились со своей частью работы, они мне писали, просили еще прислать. То есть, чтобы еще вот попереводить, чтобы еще раз соприкоснуться с его творчеством. Ну, это же большое дело, это большое счастье. Я думаю, что для всех нас это большая удача, и я уверена, что этот фестиваль еще принесет много хорошего не только остинской литературе, но и языку, и всем нам. Дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу всех пригласить на фестиваль, который состоится с 13 по 17 октября текущего года. Вот, вся информация будет и в интернете, и везде мы будем это все популяризировать, сообщать народу. Ну, приходите, у нас 14 в 11 часов состоится презентация книги Шамиля Джикаева в университете, а в 6 часов вечера в Русском театре состоится поэтическо-музыкальный вечер, где будет презентация книги поэтов-фронтовиков, и где еще прозвучат песни военных лет в моем переводе на остинский язык. Я думаю, их многие слушали. Это и «Священная война», «Майский вальс», «От героев былых времен» и так далее. В общем, приходите. Я думаю, что это очень интересное мероприятие. Ну, по крайней мере, по сей день таких мероприятий не было, и таких книг не было. Это книги уникальные, обе книги. И поэтому, конечно, я хочу, чтобы пришли побольше людей, чтобы и наши поэты-переводчики видели, как это для нас всех важно, то, что они для нас делают. Залина, я благодарю тебя за то, что нашла время и сегодня пришла к нам в студию. До новых встреч. Спасибо.